Всем снова здравствуйте! Начинаем третий выпуск занятия «Мобильная грамотность для пенсионеров». Сегодня мы рассмотрим приложение Мегафон «Личный кабинет». Это бесплатный и удобный способ управлять услугами связи. Проверяйте баланс и остатки по пакетам, смотрите детализацию расходов, меняйте тариф, подключайте услуги и многое другое. Для использования приложения необходима действующая SIM-карта сети Мегафон. Конечно же, установить приложение. Для этого мы заходим в Google Play или в App Store, смотря какая у вас операционная система. В строке запроса пишите Мегафон и устанавливайте приложение. Итак, запускаем приложение. Ждем загрузку. Для начала вам необходимо будет зарегистрироваться по номеру телефона. Интерфейс приложения достаточно удобный и понятный. Итак, начинаем. Сегодня мы рассмотрим два основных раздела. Это связь и финансы. В разделе «Связь» находится ваш текущий баланс, расходы и остатки по пакетам, минуты и интернет. Далее расход за месяц. В разделе «Пополнить счет» вы легко можете пополнить счет с помощью банковской карты, воспользоваться услугами автоплатеж. Если у вас нет возможности срочно пополнить счет, то вы можете пользоваться услугой обещанный платеж и продолжить общение при отрицательном балансе. А пополнить счет можете потом. Возвращаемся. В разделе «Мой тариф» вы можете посмотреть описание своего тарифа, подробнее о тарифе, изменить тариф, посмотреть доступные услуги и посмотреть расходы и заказать детализацию. Возвращаемся. В разделе «Роуминг» вы можете подключить опцию для экономии в роуминге. Посмотрим подключенные услуги. Это все доступные услуги, мои услуги. Также можете отключить данную услугу. Нажимаете кнопку «Отключить». Возвращаемся. И последний раздел – это «Заказать SIM-карту». Далее переходим в раздел «Финансы». Здесь можете сделать переводы с телефона на телефон, так и с телефона на карту. И, соответственно, можете посмотреть истории платежей и переводов. Таким образом, завершаем первое занятие мобильной грамотности. Те, кто еще не подписались, подписываемся на нашем канале Smart Библиотеки. Если видео было полезным и интересным, пожалуйста, нажимайте кнопку «Палец вверх». Всем спасибо за внимание. До следующих занятий.